Якутский хомут у нас известен испокон веков. Бывали времена, когда был спад его применения. И бывали времена, когда он развивался. Вот сейчас в последнее время у нас в Якутии очень сильно развито и исполнение хомуса, и его изготовление. Ну, когда был спад, это примерно в советские времена был спад хомуса, я помню, на моем веку. В то время изготовителей было очень мало. Хотели играть, но хомуса было практически не было. Ну, потом только начали делать, на фабрике делали специально. Ну и изготовителей было, как говорится, очень мало. Но в данное время сейчас уже развитие хомуса идет вперед. Разных марок делают хомуса. Ну и качество тоже желает лучшего ждать.
наши могли оставить золото на столе, а хомус бабушка никогда не оставляла. Она играла и, чтобы не сломали, прятала в сундук. Обязательно в сундук. Хомус тогда ценился выше золота. Я так думаю. Ну, видно было по поведению наших бабушек. Изготовителей в данное время у нас делают очень много мастеров. Разных марок делают хомусов. Ну и качество тоже желают лучшего ждать. Вот. Сейчас есть разные хомусы. Маленькие, большие, как значки, как серьги. Тоже играют они. Есть электронные хомусы. Вот. Двухязычковые, одноязычковые. Ну, разных хомусов много делают. И в дальнейшем, конечно, думаем, что уже этим развитием, конечно, лучше бы она осталась такой.